Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто заинтересован в создании собственного подсобного или фермерского хозяйства, всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд, где не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. Домашние животные – животные, которые были одомашнены человеком и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Что касается домашних любимцев, то раньше эту роль стали исполнять собаки, а за ними и кошки. Собака – это домашнее животное, одно из наиболее популярных. Наряду с кошкой животных-компаньонов. Самца называют кобель, самку – сучка, детенышей – щенята. Кошка является типичным мелким хищником. Самца называют котом, самку – кошкой, детенышей – котятами. Одомашнивание кошки произошло примерно 9000 лет назад на Ближнем Востоке. Собаки и кошки играют важную роль в жизни человека. В годы Великой Отечественной войны в советской армии служило около 70 000 собак, которые спасли жизни многим солдатам. Собаки являлись разведчиками, часовыми, связистами, переносили депеши через линию фронта, протягивали телефонные кабели, а также помогали доставлять боеприпасы попавшим в окружение бойцам. Работали санитарами, в упряжках находили и вытаскивали из обстрела раненых, определяли местонахождение мин. И по сей день собаки исправно несут военную службу. Кошек выведено около 200 пород. Это милые создания всегда были рядом с человеком. Люди особо нуждаются в этих животных, потому что им свойственны такие качества, как преданность и верность. Собака или кошка никогда не предадут, будут верны своему хозяину до самой смерти. Как вы догадались, речь сегодня пойдет о наших меньших четвероногих братьях – кошках и собаках. Лучше провести собаку, расскажите, какой из собак и кошки лучше помощник в хозяйстве, быту. В настоящий момент существует более 500 пород собак. Соответственно, можно выбрать собаку, подходящую практически любому человеку. Надо только сформулировать, что именно вам нужно, а порода найдется. Любую породу лучше приобретать через клубы. То есть на рынке, как получается, ответственность все-таки поменьше. Когда через клубы вы знаете людей, знаете их происхождение, тазы, то есть вам расскажут, покажут. То есть там больше гарантий. И поэтому я считаю, что лучше любую породу приобретать в клубах. Если говорить, допустим, о потребностях сельской местности, то я бы сказал, что для охраны и отары, и имущества лучше всего подходит казахский тубет. К сожалению, состояние породы казахский тубет в Казахстане, это мягко скажем, оставляет желать лучшего, собак очень мало. И как раз включение сельских жителей в программу сохранения помогло бы породе. Если у вас артистическая натура, ни один праздник не обходится без вас, то вам необходим друг, который способен ценить ваш талант. Это пудель. Если вы одиноки, жалуетесь на здоровье и уже не решаетесь совершать длительные прогулки, заведите себе японского хина. Если вы остановили выбор на шпице, знайте, эти собаки очень чутки. Если вы хотите иметь надежную охрану, ирландский терьер с достоинством выполнит эту миссию. А если же у вас есть дети, а работа требует отлучек из дому, кроткая, ласковая и обязательная колли скоротает с ними время, займется играми.
Ну а порода алабай очень умная собака, ест что дадите, но не забывайте, что у них все равно должен быть сбалансированный рацион. На эту собаку необходимо много сил и терпения. Эта собака будет слушать вас только в том случае, если будет правильное воспитание, потому что эти собаки горды и независимы. Также не нужно заставлять ее учить команды, такие как лежать, стоять. Это вам не овчарки, а алабаи самостоятельные, так что не мучайте ни животное, ни себя. Ну а если вам нужен просто дружок, не пренебрегайте дворняжкой. Вернее, дворняжки друга нет. Это проверено. Словом, выбор большой. Главное – сойтись с характерами. Собака, как и кошка, друг человека. Все мы знаем это с детства. Собака – одно из первых прирученных человеком животных, его извечный спутник и помощник – олицетворение преданности и бескорыстной любви. «Купите щенка, и вы приобретете самую преданную любовь на свете», писал Редьярд Киплинг. Если же говорить о других породах, как вот когда-то были восточноевропейские овчарки, сейчас немецкие овчарки и другие, то да, их держат за неимением тубета, но по своим качествам они уступают тубету. И тогда, получается, нужна еще собака, допустим, для работы с отарой, если речь идет о пастьбе скота. Нужна собака для охраны отары, а овчарки немецкие и восточноевропейские не всегда справлялись с этой ролью, допустим, на защиту от волков. Мы все знаем, что волки у нас достаточно серьезный урон наносят животноводству. Вот, и поэтому, конечно, аналогов тубета я не вижу. Если говорить об охотничьих породах, то в условиях такого содержания не дома, конечно, лучше породы, которые имеют достаточное количество шерсти на теле. Это, допустим, такие как лайки, западно-сибирские, восточно-сибирские. Конечно же, интереснейшая порода – это тазы. Это наша местная порода. Но опыт показывает, что они не переносят содержание на улице, на холодах. Им, конечно, надо какое-то утепленное помещение. Во-первых, нужно как бы знать происхождение. Скажем, если человек сам хочет выбрать, знать происхождение, то есть минимум увидеть маму, папу. Так, если есть возможность как бы там и дальше бабушек, дедушек, если есть и возможность, скажем, предыдущий помет. Да. Потом и по щенку тоже видно, то есть шустрые, не шустрые, потом мальчик, девочка, то есть куча, скажем, примет, по которым можно выбрать. И в данный момент, скажу честно, как бы, то есть это тоже не гарантия того, что вот тазы получится так, скажем, как предположили в щенках. Вырастая, она может, изменяться. Когда кочевники ухаживали за собакой, когда ей был уход. Только тазы, казахская борзая имела право зайти кочевнику в юрту. Любая другая собака должна была довольствоваться тем, что ей разрешают жить рядом с человеком и работать для человека. Собаки и кошки – это всегда надежная охрана, верный друг, приятное общение и, конечно же, прибыль. Возможно, вы уже приняли решение завести себе такого друга, а возможно, вы увидели для себя перспективу. В любом случае, желаем вам успехов. Порода среднеазиатская овчарка – одна из самых древнейших пород в мире. Существует доказанное существование породы при раскопках городища Алтын-Депек. Найдены раскопки собак и кости собак и изображения собак, датируемые 4 тысячелетия до нашей эры. То есть фактически 6 тысяч лет доказано существование породы в нашем регионе. Эти собаки всегда служили человеку. Они охраняли скот, охраняли его от волков, охраняли его от разбегания, то есть они пасли скот. Но основная его задача была охрана от волка. Охраняли жилище человека, помогали кочевнику, оберегали человека в пути. То есть эти собаки, которые всю жизнь служили человеку, существовали для человека. Среднеазиатская овчарка – одна из самых рабочих собак. Что самое интересное, даже сейчас, держа вот такое количество собак, за столько лет занимаясь собаками, мы фактически никогда не дрессируем азиатов. Они фактически работают сами, то есть с ними надо просто общаться, они делают то, что хочет хозяин. Тазы мы, как правило, содержим для охоты на зайцев и охоты на лис. В некоторых случаях
в некоторых случаях хорошо подготовленные собаки хорошо себя зарекомендовали. И есть примеры, значит, в борьбе с волками. В охоте это очень, значит, скоростная, выносливая собака. Вот такое это ответственное и интересное дело воспитания домашних животных. Наберитесь терпения и еще раз терпения. Оно вам в этом деле ой как поможет. Занимаясь воспитанием питомца, не забудьте про его здоровье. У заботливых и внимательных хозяев собака всегда пышет своим здоровьем. Любое заболевание животного это так или иначе влияет на человека. Так как вот именно в отличие от сельхозживотных, человек находится в непосредственном контакте с данными животными. Те же самые болезни, которые вызывают изменения, скажем так, инфекционного характера, то есть заболевания, тот же самый лептоспироз, вызывает болезнь также и у человека. И самый оптимальный вариант, здесь говорю, 10 дней по наблюдению. Но этим должны заниматься только государственные ветеринарные клиники, которые имеют на это право. И еще один такой вариант есть при бешенстве. Самый оптимальный это профилактика. То есть всех домашних животных, которые вы содержите, кошки, собаки, там, хорьки, желательно прививать. Болезни, которые передаются от животных человеку, называются зооантропонозы. Люди заражаются зооантропонозами при контакте с дикими, сельскохозяйственными или домашними животными. Вакцинация – это эффективный способ профилактики бешенства и обязательно для всех собак и кошек. Вакцинацию проводят ежегодно. Для профилактики заражения бешенством человека врачи рекомендуют вовремя прививать своих питомцев от болезней, стараться избегать любых контактов с дикими зверями, проводить регулярные дератизации в частных домах, а также стараться не вывозить своих питомцев в неблагоприятные по бешенству районы. Самое важное – то, что лекарем для человека может стать любой четвероногий друг, независимо от внешнего вида и породы. Главное, чтобы вы его любили и заботились о нем, тогда и он вознаградит вас многократно. Если вы любите это животное, то жизнь рядом с любимцем будет вам только в радость. Кошка – это отличный воспитатель для маленьких детей. Если ваши дети растут в одной квартире с котом, то с самого детства они будут добрыми и ласковыми. Также ребенок научится заботиться о братьях наших меньших, а соответственно узнает, что такое ответственность. Поверьте, это проверенный многими семьями факт. Вот такие наши домашние животные. Они, как и мы, нуждаются в любви и заботе. Собака – это друг, который никогда не предаст. Кошка всегда вас успокоит, вылечит, скорее сделает добрее, скрасит ваше одиночество. Давайте узнаем, какую же роль эти милые создания играют в жизни людей. Кошки – это замечательные, ласковые друзья. Если вы планируете заняться разведением этих животных, то при выборе питомца вам необходимо обратить внимание на родословную. Ну а если вы живете в одиночестве, то это чудесное создание, неважно, хоть с огромной родословной, всегда скрасит одиночество вечера. Узнав немного об этих замечательных животных, давайте определимся, нужен ли нам такой питомец, а если нужен, то для какой цели. Возможно, содержание и разведение породистых собак и кошек станет для вас довольно прибыльным делом, но для начала надо прикинуть, во сколько же обойдется нам такой дружок. А теперь давайте узнаем мнение экспертов, во сколько же обходится содержание собак и кошек. Самое главное содержание собаки – это удовольствие моральное, ну и, конечно, это охрана. Либо скота, либо территории, либо хозяйство, имущество владельца. Ну, собака есть собака. Конечно же, здесь многое зависит от того, какая цель. То есть, если цель производить в дальнейшем высокопородное поголовье, если цель получать удовольствие от хорошей охоты, то, конечно, надо приобретать высокопородное животное. Баллонка баллонке рознь, и поэтому купить такую собаку вы сможете от 20 тысяч до 150 тысяч тенге. Щенка кавказской овчарки вы купите от 10 тысяч до 80 тысяч тенге. Самый дешевый щенок, чихуахуа, стоит 8 тысяч тенге.
А самый дорогой – 150 тысяч тенге, щенок той-терьера будет стоить от 15 тысяч до 100 тысяч тенге. Овчарку вам предложат как за 18, так и за 100 тысяч тенге. Вот такая огромная разница в цене. В любом случае, при покупке питомца совет специалиста вам не помешает. На 20 собак где-то затраты у меня составляли от 4 до 5 тысяч долларов, если привяжемся к доллару. Значит, у меня, допустим, 10 сук племенных, а в этом году я вяжу только 5. Значит, от 5 сук я получаю 25 средним щенков, максимум 30 возьму. Будем оптимистичны. А давайте же теперь узнаем мнение казахстанцев о том, выгодно ли содержать домашних собак и кошек. Я люблю собак за то, что они умные, хорошие, верные, помогают человеку. Ну и хорошие животные вообще. Я очень люблю собак, но, наверное, в первую очередь за их преданность нам. Ну, поскольку человек все-таки существо, так сказать, эгоистичное, за службу. Ну, как-то так. Собака друг человека. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может смело завести собственное фермерское хозяйство, иметь подворье, разводить домашних животных, выращивать культуру и иметь на столе продукты, а вместе с тем и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!